Дай. Ой, время-то уже 9. Пора сказку начинать читать. Здравствуйте, ребята! Сегодня для вас сказку прочитает артист нашего театра Эмиль Латыпов. И сказка называется «Лисичка-сестричка и волк». Приятного просмотра! Здравствуйте! Сегодня я вам прочитаю сказку «Лисичка-сестричка и волк». Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой». Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Ого! Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется. «Вот будет подарок жене», — сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать по рыбке. По рыбке, да по рыбке, все по рыбке, да по рыбке. Да и выбросила всю рыбу и сама ушла. «Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу?» «Где?» «Там, на возу. И рыба, и воротник». Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. «Ах ты, такой-сякой, ты еще вздумал обманывать!» Тут дед смекнул, что лисичка была не мертвая. Погоревал, да делать-то и нечего. Ага. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучу, села и ест себе. Навстречу ей идет волк. «Здравствуй, кумушка!» «Здравствуй, куманек!» «Дай мне рыбки!» «Налови сам, да и ешь!» «А я не умею!» «Эка, ведь я же наловила рыбки!» «Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, чтобы сидел подольше, а то не наловишь». Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь, дело-то было зимою. Уж сидел он, целую ночь просидел, хвост его и приморозило. Пробовал было подняться, да не тут-то было. «Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь», — говорит он. Ага. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: «Волк! Волк! Бейте его! Бейте!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. «О, хорошо же, — думает, — уж я тебя отплачу, кумушка». А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом, вымазалась и побежала, а волк ей навстречу. «Так-то учишь ты, меня всего исколотили!» «Эх, куманек, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя-то хоть кровь выступила, а у меня голова, мне больнее твоего прибили, и я на силу плетусь». «И то правда, — подумал волк, — где тебе уж, кумушка, идти? Садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села ему на спину, он ее и понес. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и говорит: «Битый битого везет, битый не битого везет». «Что ты, кумушка, говоришь?» «Ничего, я, куманек, говорю, битый битого везет». «Так, кумушка, так. Вот и сказочки конец. А кто слушал?» Молодец! Ну что ж, спасибо тебе за такую прекрасную сказку. Пойду я, что ли? Ой, а время-то уже спать пора. Спокойной ночи вам, ребята. Спокойной ночи, друзья. До новых встреч. Пока-пока.